Принят генеральный план развития города, который сейчас воплощается в жизнь. Рассказывает главный инженер проектов Юрий Михайлович Кралин. В основу этого плана положена реконструкция старой части города, снос ветхих строений и возведение на их месте современных комфортабельных зданий. Застройка будет вестись комплексно. Вот как выглядит одна из главных улиц города 50 лет в ЛКСМ. На этой магистрали поднимутся корпуса университета, якутского филиала Сибирского отделения Академии наук, жилые дома. Не менее интересно решается проект площади на пересечении улиц Ярославского и Курашова. Здесь будет ансамбль 9-этажных жилых зданий и гостиницы «Турист». Так будет застроена главная магистраль города, проспект имени Ленина. Среди уникальных архитектурных зданий дворец пионеров с большим концертным залом и планетарием. Жилищное строительство ведется с учетом всех достижений науки и техники для наших северных условий. Строительство в городе в последние годы ведется индустриальными методами. Все жилые дома строятся в крупнопанельном исполнении. Впервые в Якутске в зоне распространения вечно мерзлых грунтов освоено строительство культурно-бытовых и административных зданий в каркасных панелях. Из интересных объектов, проектируемых и строящихся в последние годы, можно отметить Дворец пионеров. Через несколько лет зрителей примет новый Якутский музыкально-драматический театр со зрительным залом на 800 мест. В этом году введен в строй будет Дворец культуры городской. Обратите внимание на эти 4 башни. Это 16-этажные общежития для молодых специалистов, объединенные блоком бытового обслуживания. Рядом с этим комплексом будет располагаться плавательный бассейн. Большое внимание проектировщики уделяют созданию хороших ансамблей на набережной города. В частности, сейчас запроектирован ряд 12-этажных зданий, которые обогатят силуэт набережной. У членов экипажа яхт «Темпо» и «Вега» задачи сходны с нашими. Рабочие и инженеры, мастера и кандидаты в мастера спорта, они ищут следы первых исследователей Сибири. В их путешествии принимает участие народный писатель Якутской ССР, заслуженный деятель искусств РСФСР Суарун Омоллон. Дежнев вот женился на якутке. Ее звали Абакаядыш Ищук. Родичи этой его жены вот жили как раз на этом. Кочевали, да? Кочевали. Нет, они не столько кочевали, летом всегда жили здесь, значит, а зимой, значит, они перекочевывали на другие зимние. Они что, оленеводы, олени разводили? Они скотоводы были. Скотоводы, да? Скотоводы были. Ну, а рядом, значит, с ними вот как раз и основан был Ленский острог, где служил, значит, этот Дежнев. Вот это на новом месте или на старом месте? Это на новом месте, значит. Уже новом месте, да? Но город Якутск переведен был позже, в 1942 году, а здесь, значит, это они находились в 1936-1938 годах. И вот они хорошие отношения сложились. А имя его жены что-нибудь значит? Особо не, ласкательное имя. Сычу это ласкательное, очень нежное ласкательное слово. Но род его, он, значит, в документах челобитный Бежнева, отец его жены упоминается, как его по-якутски Иникуй, а по-русски Меникуй написал. Так, значит, написано в архивных документах. И эти документы здесь, в Якутске? Они, да, в разных, но они подняты историками и напечатаны сейчас. Его командировали, значит, тут это волость, Тать-то есть, Самга есть, на примирение. Тогда якутские роды между собой дрались, распри было. Распри было. Резали друг друга, если грубо так сказать. А что, из-за пастбища или что было? Ну, всякие так, споры были, и за земельные, и прочее, за власть и так далее должно быть, да. И вот Дежнева отправляли примирять, и он успешно их примирял. Успешно. Дипломатом еще был? Дипломатом был. Теперь он, значит, новые земли открывал. Аймекон, значит, отсюда это 800 километров, значит, реки новые, все новые.